Уже неделю Абхазия живет в условиях чрезвычайного положения. Сегодня исполняющий обязанности президента Абхазии подвел итоги прошедшей недели. Валерий Бганба поручил подготовить распоряжение об обязательной изоляции въезжающих в Абхазию граждан. На совещании также сообщили, что за все это время тест на выявление коронавирусной инфекции прошли 86 человек. Коронавирус не был выявлен ни у одного из них. Как изменилась наша жизнь в условиях чрезвычайного положения? Изменилась ли вообще? Правда ли, что международные организации готовы выделить нам $500 тысяч? Почему нарушители режима самоизоляции не наказывают? Добрый вечер, мы в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях министр по чрезвычайным ситуациям, член Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Лев Квицыня. Министр иностранных дел Абхазии, также член Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции Даур Кове. Добрый вечер. Председатель Союза журналистов, член Общественной палаты Республики Абхазия Руслан Хашик. Добрый вечер. И министр здравоохранения и социального обеспечения, глава оперативного штаба при Минздраве Абхазии, также член Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, министр здравоохранения и социального обеспечения Тамас Цахнаки. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо большое за то, что пришли и готовы ответить на наши вопросы. Как я уже говорил выше, Валерий Рамшухович Бганба поручил подготовить распоряжение, в котором было бы обозначено, что необходимо изолировать всех въезжающих в Абхазию граждан. Тамас Мурманович, я понимаю, что на сегодняшний день указ вышел с утра, к вечеру еще не готово само распоряжение, но какие основные моменты будут обозначены в этом распоряжении? Есть ли видение того, как все это будет организовано? Есть уже ранее подписанное распоряжение о создании соответствующих пунктов изоляции наших граждан, которые пересекают государственную границу по реке Псоу и приезжают к нам прежде всего из тех регионов, где на сегодняшний день зафиксирована эпидемическая вспышка коронавирусной инфекции. Но наши граждане — это прежде всего город Москва, Ростовская область, Краснодарский край. Чаще всего наши граждане едут именно из этих регионов. Там, как известно, очень неблагополучная ситуация, особенно в городе Москва, где ежедневно отмечается значительный рост вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции. Так же, как и, собственно говоря, в нашем ближайшем Краснодарском крае, где в том же Краснодаре уже более 60 больных проходят курс стационарного лечения в инфекционном стационаре. Поэтому, помимо тех мер, которые были обозначены в качестве необходимости строжайшей самоизоляции, это распоряжение будет направлено на то, чтобы те наши граждане, у которых двойное гражданство и на сегодняшний день в большинстве своем проживают на территории Российской Федерации, но хотят приехать к себе на родину, рассматривается вопрос их размещения в соответствующих учреждениях на 14-дневный карантин. Это те меры, которые, собственно говоря, сегодня и Российская Федерация принимает на всех своих границах. Мы на сегодняшний день совместно с соответствующими структурами прорабатываем этот вопрос для того, чтобы обеспечить всем необходимым подобное учреждение, а также условиями их содержания, питанием, охраны и так далее. То есть это ряд вопросов, которые требуют решения. Спасибо большое. Продолжая тему абхазо-российской границы, Лев Константинович, я знаю, что на границе каждый день дежурит группа МЧС.
правильно? Да, совершенно верно. Но в любом случае говорить о достоверности, конечно, сложно, но периодически появляется информация о том, что тот или иной гражданин с температурой пересек границу, в итоге он не был доставлен никуда в изоляцию, поехал домой, там никто его не контролирует. Вообще возможно, чтобы вот ваши сотрудники пропустили человека с температурой и на скорой не отвезли там в Гудаутский госпиталь или еще в инфекционную больницу? Такие случаи бывали? Ну, я приведу цифры. С 25 числа наши сотрудники дежурят на посту ПСО. Они обеспечены всем необходимым для того, чтобы те граждане, которые пересекают границу, там стоит тепловизор, и ни одного человека без контроля там пройти просто нереально. Вот. И поэтому за весь этот период границу пересекли 838 человек. Из них часть это военнослужащие. Касаемо военнослужащих, их сразу встречают, и на своем транспорте они отвозят их вот в место дислокации, там, то есть на 7-ю базу. А те граждане, которые, наши граждане, скажем так, которые приезжают сюда к себе на родину, каждого проверяют. И за этот период времени выявлено всего 6 случаев с температурой, и то не высокой температуры, там до 31, то были случаи 37. Сразу наши сотрудники звонят в Министерство здравоохранения и в МВД, дают информацию. С каждым, кто пересекает границу, беседуют наши сотрудники. Они записывают координаты. И в беседе также они говорят о том, что надо находиться дома. Это 14 дней, как бы самоизоляция. Но насколько это выполняется, очень сложно сказать. Но пока на сегодняшний день, вот плюс тому цифру, что я сейчас озвучил, сегодня прошло 56 человек. И сперва были какие-то слухи, что там с температурой и так далее. Ничего этого пока нет подтверждений, потому что были отправлены 2 в Гудаутскую инфекционную больницу. Эта температура не подтвердилась. И скорее всего у них сейчас вот как бы домашняя самоизоляция. Вот в принципе все слухи о том, что там кто-то так прошел и с температурой кого-то не записали, таких случаев нет. Спасибо большое. Еще немного об этом. Даур Вадимович, может, вы поможете мне ответить на этот вопрос. Часто возникают вопросы, возможно ли гражданам Абхазии буквально там на 1 день утром пересечь границу в России и вернуться вечером домой. Да, Саид, да, этот вопрос очень злободневный сегодня. Хочу сказать, что граждане Абхазии сегодня, с учетом тех ограничений, которые введены согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации, у них нет возможности пересечь границу Российской Федерации и выехать на территорию сопредельного государства. Более того, сегодня у нас очень часто возникают вопросы, связанные с возвращением наших граждан, которые по тем или иным причинам находятся на территории Российской Федерации. В этом случае хотел бы также прояснить ряд моментов. Те граждане, которые выезжали до введения карантина на территорию Российской Федерации, используя при выезде абхазский паспорт, при этом заполняя миграционную карту, они возвращаются, используя абхазский паспорт с действующей миграционной картой. В случае, если миграционная карта просрочена, соответственно, Министерство иностранных дел выдает свидетельство на возвращение.
Те граждане, которые выезжали на территорию Российской Федерации также до введения карантина, пересекая границу по российскому паспорту, при возвращении сейчас на территорию Республики Абхазия должны получать свидетельство на возвращение. И отдельно хотел бы подчеркнуть, что свидетельство на возвращение, потому что мы зачастую с этим сталкиваемся в последнее время, выдается исключительно гражданам Республики Абхазия. Уважаемые гости, мы понимаем, что ежедневно к нам в Абхазию возвращаются наши же граждане, в основном это студенты, и, конечно, никто не может им запретить приехать сюда, но не имеет ли смысла бросить такой клич на официальном уровне и призвать людей вернуться в Абхазию, допустим, до, я не знаю, сегодня 6 апреля, до 8 апреля, так, чтобы это был какой-то контролируемый поток. Вот такие идеи обсуждались, насколько, на ваш взгляд, они могут помочь в этой ситуации, чтобы мы не ждали, когда вернется наш последний соотечественник, Тамаз Мурманович? Ну, вот с моей точки зрения, я считаю, что они должны находиться по месту своей постоянной регистрации, там, где они проживают. И это было бы правильно. Потому что вот эти вот переходы на границы, учитывая то, что в Российской Федерации сейчас идет рост пика заболеваемости, а это будет как минимум до 15-16 апреля, а может и больше, мы рискуем тем, что этот вирус однозначно будет завезен к нам. То, что у нас на сегодняшний день не зарегистрировано, это не говорит о том, что у нас его завтра не будет. Мы обследовали тех пациентов, которые поступали в наши учреждения с теми или иными симптомами острого респираторного заболевания, а также с учетом того, что те или иные граждане находились в эпидочаге. 86 тестов, среди которых 4 постановки, они были несколько раз выполнены, и там мы получили отрицательные результаты. И, кстати говоря, экспертная оценка, которую мы получили, внешнюю экспертную оценку специалистами Всемирной организации здравоохранения, она заключается в том, что данные исследования достоверны. Но это ПЦР-диагностика, вы понимаете? Когда пойдет поток людей, соответственно, мы не сможем удержать. Это нереально, какие бы мы жесткие меры не принимали. Поэтому мы должны готовиться к тому, что этот вирус, он будет у нас. И принимать все исчерпывающие меры для того, чтобы минимизировать риски. А в чем они заключаются? Граждане должны находиться дома, выходить только по необходимости, в аптеки, в магазины, в больницы. Это самое главное условие. Если вот мы же видим эти дни, хорошая погода, народ гуляет, ходят там по разным местам, все это тревожит. Мы должны четко понять, что ограничиться полностью от этой опасности мы не сможем. Все зависит от нас. Государство приняло исчерпывающие меры в части профилактики распространения коронавирусной инфекции, ее диагностики и условий для лечения этих пациентов. Но и наши уважаемые граждане должны взять на себя ответственность, выполнять строго все те рекомендации, которые указаны и в распоряжениях исполняющего обязанности президента, и в наших инструктивных документах, которые мы издаем. Тамаз Мурманович, я в своей вступительной речи задавал вопрос, почему нарушители режима самоизоляции не наказывают. Насколько я понимаю, в период введения чрезвычайного положения, вот тот самый координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции как раз-таки обладает тем объемом полномочий,
в который может войти какая-то правовая база для сотрудников Министерства внутренних дел, для того, чтобы людей могли штрафовать, наказывать, может быть, даже там посадить на 15 суток, если уж прям совсем злостные нарушители. Штаб продумывает вот эти вопросы. Насколько это необходимо? Сегодня шикарная погода, люди прогуливаются по набережной, много людей с детьми, взрослых в парках. Ну как-то мы должны, если нет самосознания. Штаб, безусловно, все это продумывает, но, к сожалению, здесь должна быть законодательная инициатива. У нас сегодня не прописано, насколько вот мы осведомлены, вот конкретные меры наказания, в том числе административное, дисциплинарное или же уголовное. Этим должен заниматься парламент. Руслан Мканович, продолжим, с вашего позволения, эту тему с вами. Ну как сделать так, чтобы люди не нарушали предпринятые меры? Вот получается, меры принимаются, они не исполняются. Следовательно, они не совсем эффективны. Не потому, что их не принимают, а потому, что их не исполняют. Может быть, мы, журналисты, как-то в этом можем помочь. Как сделать так, чтобы люди все-таки находились дома? Спасибо. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел уточняющий вопрос задать, Лев Константинович, вам. Вот тенденция с 25 по сегодняшний день идет на уменьшение количества людей, возвращающихся в Абхазию, или вот какая статистика? Ну, вот 2-3 дня тому назад мы немножко успокоились. Количество людей, наших граждан, которые переходят границу, было меньше. Больше всего переходили как бы военных, было больше по статистике. А сегодня уже, вот за последние, вот сегодня, вчера, сегодня 56, вот я до этого говорил, которые прошли 56 человек, это уже все граждане Абхазии, которые проживают здесь. На нашей... Спасибо. Мне кажется, что вот наступил тот час, день, когда мы должны от уговоров переходить к более конкретным, решительным действиям. Это касается и всей исполнительной власти. Здесь парламент, только что прозвучала эта идея, понятна эта идея, парламент должен поддержать исполнительную власть и предусмотреть все необходимые меры, то, что нужно вносить в законодательство, то, как это было сделано оперативно в той же Российской Федерации, то, как это делается во многих странах мира. Вот сегодня мы на канале База ТВ давали интервью нашего соотечественника из Турции. Он рассказывал, какие меры жесткие принимают, если ты оказался на улице, тебя полицейский остановил без обоснования твоего присутствия на улице. И поэтому наши граждане должны понять, чем мы рискуем и какие могут быть последствия. Мне кажется, что вот эти люди, которые вот конкретно сегодня возвратились в страну, они в первую очередь должны осознать меру ответственности, которая лежит на них за несоблюдение режима карантина. Мы возвращаемся домой, мы возвращаемся к родным, к своим людям, в свои родные очаги. И вот эта мера ответственности за безопасность всех членов нашей семьи, куда мы возвращаемся, гражданин должен подумать. Ну, Руслан Мканович, мы об этом говорим с 25 марта, я и поэтому призываем сказал, наше вот это население призывы... к сознанию. Но результат мы все с вами видим, мы все живем в этой стране, выходим на улицу. Вот это ощущение, что эта трагедия нас обойдет, это ошибочное ощущение. Увлекаться в социальных сетях прогнозами людьми, которые очень далеки от реальных, медицинских и других нашей мировой действительности, не стоит. Уповать все на Всевышнего тоже не стоит. Это прекрасно, пусть молятся люди. Но соблюдать предписания, соблюдать режим чрезвычайного положения, соблюдать все рекомендации, которые делает Министерство здравоохранения, координационный штаб, вообще правительство, мы обязаны.
Вот мы сейчас находимся у той черты, когда мы должны гордиться, что у нас есть страна. Мы должны гордиться, что наши власти оперативно принимают решения, реагируют на все то, что происходит вокруг нас. И сейчас мера ответственности лежит на граждан страны. И я, например, и журналисты, мы с удовольствием ушли бы на карантин, сидели бы дома, соблюдали бы этот режим. Но мы не можем этого сделать. То же самое, как это не могут сделать медики, не могут сделать это сотрудники МЧС и другие службы, которые обеспечивают жизнедеятельность страны. Мы должны информировать, поэтому мы работаем. А все остальные, они должны, я еще раз это слово повторяю, и каждый раз перейду на абхазский, может это лучше будет звучать. Ахохчера. Ачанкалар, яхейка хамцар, вот же хала. Мы должны осознавать возможности Испании, Италии, Германии, Франции, Турции, России. Мы должны соизмерять свои возможности. Здесь министр может конкретно назвать, сколько у нас аппаратов искусственного вентиляции легких. Да, мы обязательно об этом поговорим. Мы можем назвать все, что мы имеем. Вот мне кажется, что вот история, связанная с гальской ситуацией, это было у нас во вторник, да, или в понедельник. Вот на несколько дней эта информация сражала. А вот ежедневное сообщение о том, что у нас не зафиксирован случай коронавируса, и начинается, люди расхолаживаются, расслабляются, соответственно, погодные условия, люди вышли на улицу. Нельзя рисковать собственной жизнью, рисковать жизнью родных, близких и рисковать жизнью вообще нации, народа. Мы должны осознавать, сколько нас, какие у нас возможности и как мы будем потом в экстренных условиях очень сложно спасать ситуацию. Ну, спасибо большое, Руслан Канович. Я думаю, может быть, и эмоциональным, все но... тут надеемся на то, что ваши слова будут услышаны. И тут очень важную вещь сказал Тамаз Мурманович. Он сказал, что сегодня мы ситуацию контролируем, но в случае, если это будет вспышка, ну, системе здравоохранения нашей будет как минимум тяжело. И он открыто сказал о том, что, возможно, мы просто не будем справляться, как не справляются, что скрывать, более развитые страны мира. И каждый день... чтобы нам, журналистам, не пришлось сообщать страшные данные. Даур Вадимович, хотел бы поговорить с вами. Совсем недавно, на днях, вы были на связи с представителями неправительственных организаций. Далее во всех СПИ Абхазии появилась новость о том, что представители неправительственных организаций готовы выделить на Абхазии на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией $500 тысяч. Ну, во-первых, так ли это? Там просто нет никаких подробностей. Вот за этими подробностями я, в общем-то, и задаю вам вопрос. Да, Саид, но вы знаете как, я хочу полностью поддержать вот, моих коллег в том, что они говорили. И на самом деле сегодня, слава богу, у нас нет выявленных случаев коронавируса в Абхазии. И вот 3 марта мы в Министерство иностранных дел пригласили руководителей всех международных организаций, которые работают в Абхазии. Вот, и на встрече мы с ними обсуждали возможность оказания Абхазии гуманитарной помощи в виде средств индивидуальной защиты, различных медицинских препаратов и так далее. Почему мы это сделали? На самом деле, как правильно отметил Тамаз Мурманович, мы должны быть готовы ко всему. Вот. И 3 апреля, как вы правильно отметили, у нас была видеоконференция с теми же руководителями международных организаций, вот, на которой, соответственно, прозвучала информация о тех денежных средствах, которые вы упомянули, которые ПРООН готова предоставить Абхазии. О чем идет речь? Вот. С 3 марта, как я отметил выше, после того, как у нас прошла встреча, международные организации начали активную работу со своими донорами на предмет возможных поставок в Республику Абхазия той или иной помощи. И хочу отметить, что за тот период та же самая организация ПРООН осуществила 2 поставки в Республику Абхазия, да, различных и средств индивидуальной
защиты, и дезинфицирующих средств и так далее. Вот. В рамках этой программы сюда уже 2 раза приезжали представители Всемирной организации здравоохранения. И здесь бы я также хотел бы отметить, что после первого их приезда в Абхазию, вот буквально на днях они были здесь, и вместе с главным санитарным врачом Людмилой Вильбертовной они посетили Гудаутскую инфекционную больницу и дали очень высокую оценку той работе, которая была проведена нашими специалистами в подготовке к борьбе с возможной коронавирусной инфекцией. То есть те деньги, о которых вы сейчас упомянули, это те деньги, которые планируются к выделению под реализацию программы в оказании помощи Абхазии. То есть речь здесь не идет о том, что та или иная организация будет перечислять эти денежные средства в бюджет нашей республики. Речь идет о том, что эти деньги будут направлены на реализацию комплексной программы, соответственно, по оказанию нам этой помощи. Спасибо большое, Даур Вадимович. То есть пока мы не знаем, на что конкретно будут потрачены средства, будут ли они. Я вам могу сказать, что на сегодняшний день, как я уже говорил выше, у нас были 2 поставки по линии ПРООН. Вот буквально вчера организация, одна из ООНовских организаций передала определенное количество опрыскивателей, соответственно, Министерство здравоохранения. На сегодняшний день, не буду пока говорить вперед, готовится возможная поставка медицинского оборудования. Вот. Поэтому все, что будет сюда приходить по линии международных организаций, соответственно, мы работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения, и все это передается сразу в Министерство здравоохранения. Все согласовано. Спасибо большое. Тамаз Мурманович, мы все знаем, что колоссальную помощь вот в этот тяжелый период оказывают бизнесмены Абхазии, представители московской абхазской диаспоры. Если я не ошибаюсь, на сегодняшний день уже собрано 49 миллионов рублей. Во всех СМИ говорят о том, что все, что закупает, в общем, движение «Мы вместе» московская абхазская диаспора, все согласовано с Министерством здравоохранения. Скажите, пожалуйста, насколько вот этих средств достаточно для того, чтобы ну, хотя бы на первое время обеспечить нашу систему здравоохранения, и привезено ли вот эти 50 аппаратов ИВЛ и так далее? Это очень серьезное подспорье для нас, в первую очередь хочу подчеркнуть. Все контракты, ну, большинство контрактов подписано. Все самое необходимое для нас в первую очередь это обеспечить отделение интенсивной терапии и реанимации в первую очередь оборудованием, расходным медицинским материалом, лекарственными препаратами, это прежде всего противовирусные препараты, которые на сегодняшний день с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, а также Роспотребнадзора, у них согласованные позиции, применяются для лечения этой категории пациентов в первую очередь. Ну и те необходимые расходники, а также дополнительное оборудование, которое нужно для того, чтобы лечить в первую очередь вот именно тяжелых пациентов, пациентов средней степени тяжести, ну а также всех остальных, которые будут нуждаться в соответствующей терапии. Что это включается? 21 дыхательных аппаратов закуплено на сегодняшний день. Искусственной вентиляции легких. Это кислородные концентраторы, это другие необходимые нам аппараты для того, чтобы поддерживать лечение в условиях реанимации. У нас сегодня в Гудаутской больнице, значит, создано при инфекционном отделении блок интенсивной терапии и реанимации на 16 койко-мест. Но при этом резерв аппаратов искусственной вентиляции легких на сегодняшний день в республике составляет 37. Но мы просчитали с учетом ситуации, прогнозирования, совместно с нашими коллегами и с ВОЗа, и с Роспотребнадзора,
и определили минимальную потребность, такую, которая нам будет нужна в случае, если возникнет подобная эпидситуация в Республике Абхазия. В Гудаутской центральной районной больнице, где у нас создан госпиталь, развернуто прежде всего 70 койко-мест именно в инфекционном отделении. При необходимости количество коек будет увеличено до 300-350. Всего по Абхазии мы можем развернуть до 730 коек. Это в случае необходимости. У нас соответствующие учреждения обозначены, но центральное учреждение – это вот именно Гудаутская больница, где, значит, созданы все необходимые условия для лечения этих пациентов. Спасибо большое, Руслан Канович. Вот как раз переживая все то, что вы говорили выше, призыв людей находиться дома, однозначно есть определенная категория людей, которые выходят на улицу просто так, от безделья и так далее. Но вот есть большая прослойка населения, которая, оставаясь дома, рискует остаться просто без еды. Насколько у нас эта проблема острая, знаю, конечно, и оперативный штаб, и координационный штаб, все часть своих сил бросили на помощь нуждающимся и малоимущим семьям. Где-то рождаются в городах волонтерские группы. Люди, конечно, не оставляют одиноких стариков и нуждающихся семей. Но насколько долго это все протянется, учитывая, что прогнозы, в общем-то, и различных и международных экспертов не совсем радужные. То есть нас уже начинают готовить к тому, что за коронавирусной инфекцией может последовать еще такой тяжелый продовольственный кризис. Кризисные ситуации всегда интересны по отношению поступков, которые совершают люди. Я бы хотел поговорить о поступках бизнес-сообщества Абхазии, о котором вы сейчас говорили. За неделю абхазское бизнес-сообщество собрало 43 миллиона в Сухуми. 43 миллиона. У них есть сайт, мы вместе. Там все прозрачно, там все поступления, там все расходы, все счета. И я просто хочу вот поблагодарить их и признаться, что я горжусь, что эти люди, наши братья, наши знакомые, наши друзья, они работают в Абхазии. И вот за считанные дни по 5, 8, 10, 2, нет, 10 нет, самое высшее 8 миллионов, это совершили наши граждане. Да, вот этот кризис, сегодня мы живем, когда люди должны совершать поступки. Поступки совершают молодые люди, которые вошли в эти волонтерские организации и ищут, где реализовать, где помочь, где подставить плечо. И вот я последние дни, не я один, и многие люди старшего поколения эту ситуацию сравнивают с временами Отечественной войны. Так было один в один. Люди совершали поступки, очень, каждый на своем уровне. И если сейчас мы сможем концентрироваться на том, что я могу сделать сейчас, чем я могу помочь этой ситуации, не создавая дополнительные проблемы своим родным, близким, стране, врачам, это будет самый главный и большой наш поступок. И поэтому многие организации, которые мы в последнее время слышали в средствах массовой информации, вот они должны все проявить сейчас, себя должны проявить. И поэтому мне кажется, что вот тенденции, которые сейчас существуют вот в среде, в молодежной среде, меня убеждает в том, что не останутся старики без внимания. Руслан И Канович. моя просьба, чтобы люди адрес написали. И всегда найдут, как эту проблему разрешить. И СМИ на это обращают внимание. И журналисты на это обращают внимание. Поэтому, если мы вот, каждый из нас сейчас делает тот шаг, тот маленький свой вклад, повторяюсь, чем помочь,
не создавая дополнительные проблемы в стране. Мы, я думаю, что мы, как говорил Муштихвардский, мы возродимся, мы другим выйдем из этого кризиса. У нас другого, иного пути нет. И поэтому каждый должен, вы помните, период после войны, во время блокады, когда была засуха в одном районе, из другого района, из Ачимчирского района кукурузу возили, фасоль возили в Гудаутский район. Или наоборот потом. То есть это время было поступков. Сейчас то же самое. Поэтому вот это ходить по набережной, размышлять или писать в социальных сетях, ой, как все плохо, нет. Ты подумай, что ты можешь сделать сегодня. И все же внесу я ложку дегтя, конечно, рискую обрушить на себя гнев, ну вот информация. Абхазские предприниматели, представители московской абхазской диаспоры деньги выделили. Вот нам готовы помочь представители неправительственных международных организаций. Ранее министр финансов Республики Абхазия заявил, что все средства, ну большая их часть, брошена на борьбу с коронавирусом. Очень-очень часто задаваемый вопрос, где эти средства, сколько этих денег, на что они уже потрачены ли. В общем, такой момент. Понятно, что меры предпринимают, там карантин, чрезвычайное положение, а вот финансовая сторона, какова роль государства, как расходуются именно эти средства, наверное, вопрос Тамаз Мурманович вынужден адресовать вам. Ну, вот только что было сказано, что есть сайт соответствующий. Это то, что касается вот этого движения «Мы вместе», нашего бизнес-сообщества. Там все средства, естественно, они направляются на спецсчет Минздрава, но все решения принимаются коллективно. Любой контракт подписывается только после коллективного обсуждения и принятия именно оптимальных решений. Понимаете, то, о чем я говорил. Поэтому здесь все открыто, все прозрачно, можно посмотреть, значит, все, что было приобретено. Кстати, пока мы еще не получили, груз сформирован, он будет в ближайшие дни направлен к нам в республику. Там есть определенные проблемы, связанные с границей его перехода, но там тоже решаются эти вопросы. Так что таким образом здесь как бы все, вопросов нет. Что касается бюджета, это прежде всего, значит, централизованные программы по лекарственному обеспечению. Ведь помимо борьбы с коронавирусной инфекцией у нас больницы должны работать в штатном режиме. Есть пациенты с общесоматической патологией, там в том числе хирургическая патология, кардиологические больные, там, детская больница и так далее, которые должны получать все в полном объеме. И, собственно говоря, Министерство финансов этим и занимается. Поэтому здесь все четко, все открыто. Если кого-то интересует дополнительная информация, она будет предоставлена. Ну, справедливости ради стоит заметить, что также министр финансов заявил, что заработная плата и социальные все выплаты будут выплачены в полном объеме. Да, Руслан Канович. Здесь мы всегда поможем всем, и гражданам, и властям. Пусть люди пишут конкретно, с чем они сталкиваются. А мы, вот я хочу и зрителям рассказать, и здесь в студии о том, что за последние 10 дней абхазское журналистское сообщество демонстрирует такую солидарность, которую лет 15 я не видел. И это все происходит вокруг Министерства здравоохранения. Да, там мы создали группу, в котором участвуют все журналисты. Там проверяется вся информация, все, что пишут в социальных сетях. И поэтому, если у граждан есть вопросы, пожалуйста, вы адресно отправляйте эту информацию журналистам. Мы поможем вам, мы перепроверим эту информацию. Потому что сейчас, наряду с вирусом, наряду с проблемами здравоохранения, есть очень серьезная проблема с слухами, с фейковыми новостями, все, чего только люди не придумывают. Вот это еще одно очень серьезное направление для нас, журналистов. И, пожалуйста, сообщайте
информацию мы будем проверять, только проверенная, достоверная информация может быть достоянием всех граждан. И так ситуация очень напряженная, эти слухи могут нагнетать напряженность в обществе. Сейчас пока у нас все нормально, но когда произойдет то, что произойдет, дай Бог, чтобы ничего все миновало, и ничего, ни одного факта не было зарегистрировано на территории Абхазии, но такое чудо вряд ли возможно. Поэтому за все сообщения, которые мы пишем в социальных сетях, мы должны быть очень ответственны. За это тоже сейчас во многих странах за тиражирование недостоверной информации, фейковых новостей люди несут ответственность не просто гражданскую, но и вплоть до уголовной, если ты этим периодически увлекаешься, злоупотребляешь такими Руслан явлениями. Николаевич, может, Союз журналистов предложит парламенту как раз вот когда они будут рассматривать вопрос наказания за нарушение карантина, как раз за распространение фейковой информации. Лев Константинович, вы хотели добавить? Да, мы на самом деле немного с опережением начали вот это вот, как пошла это коронавирус в Абхазии. Сразу были приняты соответствующие меры. Наверное, это и по сей день дает определенные результаты, но основной момент, ну, неделя, не больше недели прошло с того дня, как в Абхазии ввели чрезвычайное положение. Конечно, нуждающих в поддержке, в помощи на сегодняшний день достаточно. Мы читаем, видим, обращаются. Но если самый основной вопрос, самое главное, это как помочь друг другу. На самом деле, первые дни, как бы народ понял, меньше было людей на улице, все опасались. И так далее, и так далее. Средства массовой информации выбрасывают разные сообщения, что это политика, это ничего в этом серьезного нет и так далее, и так далее. Люди расслабились. Многие считают, что это пройдет просто так, безболезненно и так далее. Но если мы не примем, руководство не примет какие-то меры более как бы скажем, грубо говоря, более жесткие, то все, о чем мы сегодня говорим, столько медикаментов, столько оборудования, столько всего мы не запасимся. Это просто как-то надо ограничить выход людей на улицу. Мы вот приводился пример, как там в других странах, как это делается, но у нас немножко другая ситуация. Если мы полностью не ограничим без необходимости выход людей на улицу, вот эти вот поездки по городу, массовое скопление людей, едешь по городу, такое ощущение, что просто не работают, а так все на улице. Это для нас будет чревато. Вот самое главное и самое важное сейчас, сегодня мы на совещании тоже об этом говорили, обсуждали, еще пару дней, вплоть до, сейчас я не берусь на себя вот такой смелости, вплоть до, пора уже об этом сказать? Вплоть до комендантского или там какие-то меры дополнительно, депутаты в этом помогут, потому что если ситуация пойдет таким образом, то у нас будет... Но то, что приезжают, там будем изолировать и так далее, со всеми этими тоже определенные проблемы. Это содержание, это условия и так далее, и так далее. Но если мы не ограничим людей, не ограничим лишнее передвижение по городу, по деревням и так далее, то я думаю, что мы об этом потом будет уже поздно и об этом. Ну, можно это сделать в кратчайшие сроки. У нас сегодня в гостях высшие чиновники, министры, все члены координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Ну вот есть оно здесь, понимание того, что жесткие меры все-таки нужны. Но не мы единственный народ с горячим темпераментом и менталитетом. В Чечне тоже чеченцы горячие, их пытаются максимально удержать дома. Есть Индия, которая
которая удерживает дома 1 миллиард 300 миллионов человек. Может быть, все-таки такая острая необходимость уже назрела, Томас Мурманович? Может быть, ну, не только к вам, я обращаюсь в принципе ко всему координационному штабу. Может быть, пора уже, как по уже сложившейся традиции, принимать меры на опережение, как у нас вот сложилось так. Посмотри, общественная палата... чтобы властям ввести режим в полном объеме, режим чрезвычайного положения, нам надо подумать о ресурсах, которыми мы обладаем. Насколько каждый родитель готов, чтобы его ребенок, который сейчас находится на службе вооруженных сил Абхазии, чтобы он встал на этих постах, соблюдал режим чрезвычайного положения. У них появятся дополнительные тревоги. Зачем, не вводя, не неся такие затраты, соблюдать карантин, домашний карантин в домашних условиях? Ну, сейчас нам нужно работать не через принуждение, а через сознание. Мы должны осознать, ну, у нас не полицейское государство, ну, они же тоже, наши сограждане, выполнять эти функции 24 часа, это очень сложно. Они могут эту задачу выполнить, но зачем нам через силу, если можно через... Можно в этом вопрос, Руслан Николаевич, можно 10 дней. Вы, как директор Абаза ТВ, телеканала, вещаете ежедневно о том, что надо сидеть дома. Мы, абхазское телевидение, ежедневно об этом вещаем. Очень много известных людей. Кстати, между прочим, вопрос. Вот Общественная палата, она состоит из большого количества очень уважаемых людей в Абхазии. До сих пор не было ни одного заявления, призыва находиться дома. С чем это связано? Может, стоит... В первый же день введения режима чрезвычайного положения Общественная палата, секретарь Общественной палаты обратилась к населению, к народу, поддержала меры, которые были приняты. И они в постоянном таком контакте с Координационным советом. Сейчас члены Общественной палаты будут в ближайшие дни, представители Общественной палаты будут введены в координационный штаб для улучшения координации работы. И все эти задачи, рекомендации, которые они получат, Общественная палата готова 24 часа работать на реализацию всех этих идей. Здесь мы еще... Российским коллегам. Да. Прекрасно, что это прозвучало сейчас. Я готов сказать публично, что мы на прошлой неделе обратились к руководству Общественной палаты Российской Федерации с просьбой содействовать реализации обращения Минздрава Абхазии, правительства Абхазии, оказания медицинской, гуманитарной помощи Абхазии и другим общественным организациям, с которыми у нас очень тесные связи. Ну, может быть, это наша вина, что мы многие вещи не рекламировали, но такая постоянная работа в Общественной палате идет. Я думаю, что после включения наших представителей в Координационный совет эта работа будет усилена. Замечательно. С вашего позволения, от более общих моментов давайте перейдем к частным. Естественно, готовясь к эфиру, я вынужден мониторить информацию, которая в основном публикуется в социальных сетях. Очевидно, меры приняты. Но тут в процессе их выполнения какие-то вот болевые точки все-таки есть. Одна из них — это, в общем-то, люди жалуются. Томас Мурманович, наверняка вы в курсе, я однозначно знаю, что вы в курсе. Люди жалуются на то, что, скажем так, недоработана маршрутизация. Получается, что взрослый пожилой человек находится дома, и вот к нему не приезжает скорая помощь. Такое вообще возможно? Я понимаю, что все надо перепроверять, что это может быть и слух. Поэтому я вам задаю вопрос, проработана ли маршрутизация из разных районов, и может ли быть такое вообще, что скорая помощь не ответила на вызов потенциальных пациентов. Я сейчас не говорю про возможных больных коронавирусной инфекцией. У нас ведь есть и другие больные, которые тоже нуждаются в помощи. Да, на самом деле такие
сигналы поступают к нам периодически. Это касается и колл-центра, и горячей линии, и, собственно, Министерства здравоохранения. В каждом конкретном случае мы разбираемся. Не может и не должно быть такого, чтобы на вызов, значит, скорой помощи пациент остался без, значит, оказания этой помощи. В каждом районе созданы бригады, если мы сейчас говорим конкретно о температурящих больных. Там же вот у нас есть единые номера, куда обращаются наши граждане. Да. Их консультируют, потому что это диспетчерская служба. Если в соответствии вот с утвержденной инструкцией, маршрутизация утверждена, значит, в соответствии с утвержденной инструкцией врач выполняет на сегодняшний день функцию диспетчера у нас, то пациенту направляется соответствующая бригада, подготовленная, понимаете? Но есть еще другие пациенты, как вы правильно заметили. Там есть другие бригады скорой помощи, поэтому у нас там по 3, по 4 бригады в каждом городе или в районе. Но не всегда, может быть, вызовы обоснованы, не всегда есть должная реакция. Но в любом случае мы хотим получать достоверную информацию. Если такое имело место быть, а такие случаи на самом деле бывали, мы знаем. Некоторые случаи мы подтвердили, приняли меры, когда там кого-то не приняли, перенаправили, там из одного учреждения в другое гоняли. К сожалению, есть определенные недоработки в самом учреждении непосредственно. Такое тоже имеет место быть, но мы пытаемся реагировать своевременно на эти случаи. Спасибо, Тамаз Мурманович. Как раз если вы заговорили о горячих линиях, это 0303 для людей, которые нуждаются в помощи медицинского характера, и 0404 для людей, которые нуждаются в психологической помощи. И уже вот именно от вторых специалистов, от психологов поступают тревожные звоночки о том, что люди чувствуют себя незащищенными, и очень есть случаи, когда люди говорят о том, что в принципе готовы свести счеты с жизнью. Это достаточно подтвержденная информация, мы напрямую связывались с горячей линией. Вот здесь, как быть здесь, как понятно, вот есть линия 0404, нуждаетесь в помощи, звоните. Но насколько вот этого достаточно для того, чтобы человеку помочь преодолеть вот этот страх, панику и так далее? Выезжают ли психологи на места, вот если это какой-то прям острый случай? Нет, психологи на места выезжать не могут, и столько психологов у нас нет, и смысла в этом нет. А в каждом вот подобном случае надо выяснять. Во-первых, работа психолога заключается в том, чтобы как бы снизить вот эту напряженность, когда подобные звонки происходят, довести до человека достоверную информацию, постараться так, чтобы он успокоился. Ну и, соответственно, зафиксировать, что это за пациент. Может, он находится на лечении в каком-то учреждении, состоит на учете. То есть в каждом конкретном случае надо разбираться. В этом и задача психолога, поэтому мы и создали этот номер. Спасибо большое. Я бы еще хотел поговорить вот о чем. Тамаз Мурманович, ну, насколько мне известно, тоже прошла информация, московская абхазская диаспора готова передать, уже формируется продовольственный груз на 20 тонн, который они до 10 апреля планируют передать в Абхазию. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию? Ну, у нас пока полной информации нет. Мы сейчас обсуждаем только медицинскую часть вопроса. Все-таки складывается картина, при которой руководство принимает реально все необходимые меры. Но мы все продолжаем видеть на улицах людей, которые
безответственно относятся ко всем мерам и, в принципе, наверное, безответственно относятся к себе и к своим гражданам. У нас остается нерешенная проблема резкого повышения цен. Сегодня уже мы видим, что и возле рынка центрального Сухумского к нам поступают звонки, что и в других городах тоже открыты не только продовольственные магазины и аптеки. То есть ситуация именно с соблюдением мер потихоньку выходит из-под контроля. Но это вот то, о чем мы говорим. И вот, да, еще остается главный вопрос, это люди, вот большая часть людей, госслужащим сохранили зарплаты, пенсионерам сохранили пенсии, и остается вот большая прослойка населения, которая осталась без доходов. Вот этот вопрос прорабатывается в координационном штабе? Конечно, этот вопрос также прорабатывается. В координационном штабе есть соответствующие министры, в частности министр финансов, который вот непосредственно занимается этим вопросом. Я думаю, что, наверное, следует уточнить более детально, конкретно вот в Минфине. Да. Да, пожалуйста. Там определенные суточные там, цифры выведены и так далее, отрабатываются. И в этом направлении, в первую очередь в этом направлении, мало ли что, мы же не знаем, что ждет будет завтра. И поэтому все это детально рассматривается. И сегодня этот вопрос поднимался. Минимальный набор продуктов, который вот из расчета потребностей Это для человека в малоимущих сутки. и нуждающихся семей, ну, для в первую социально уязвимой В прослойки первую очередь. населения. Ну а дальше это по мере, значит, проблем возникновения Но проблем. мы можем смело, простым языком говорить, что голодных в стране не будет. У нас неделя, как введено чрезвычайное положение, пока у нас такой информации нет. Спасибо большое. Мы около часа находимся в прямом эфире. В завершение каждому из вас я бы хотел бы дать буквально там пару минут на заключительное слово, на обращение к нашим гражданам, еще раз воспользоваться возможностью и призвать людей соблюдать меры чрезвычайного положения. Лев Константинович, пожалуйста. Конечно, убедительная просьба. На самом деле, о тех вещах, о которых мы говорим, для всей Абхазии, для жителей Абхазии это новое. И говорит там о жестких мерах и так далее, и так далее. Самое главное, чтобы люди, народ понимал это и без необходимости не выходить. Это не только мы в Абхазии об этом говорим. Как включишь телевизор, и весь мир об этом говорит. Все-таки это один из выходов из этой ситуации, поэтому как бы не было тяжело, у нас немножко в Абхазии проще, потому что многие связаны с деревнями, есть куда ехать и как-то отсидеться там, многие, безусловно, и в квартирах остаются, но самое важное, самое главное – это терпение, без паники и больше час времени находиться дома без необходимости не выходить, не выезжать. Вот это просьба. Спасибо большое, Даур Вадимович. Саид, да, действительно, здесь сегодня говорили о всех тех мерах, которые предпринимает и руководство страны, и наше гражданское общество, и предприниматели, и волонтеры. То есть все сегодня собрались в один кулак и пытаются решить эту проблему. Но, как мы уже здесь отмечали, есть люди, которые, может быть, осознанно, может и неосознанно нарушают те предписания, которые сегодня даются. И вот, как вы отметили, да, боюсь вызвать на себя гнев телезрителей отдельной части, но мне кажется, что здесь и СМИ могли бы сыграть очень существенную свою роль. Вот сегодня говорилось о том, что было принято решение о вынужденной изоляции тех людей, которые будут заходить сегодня в страну, да, из Российской Федерации. И я предполагаю, что это будет огромный шквал критики со стороны родных, близких, тех людей, которые будут помещены в те или иные места, которые отведены под этот карантин. И вот здесь роль СМИ могла бы быть в чем? Показать этих людей, задать вопросы. Тех, которые гуляют на улице. Сказать: ребят, почему сегодня в такой момент вы на улице? То есть нам нужно показывать конкретных героев. Кто эти люди? Может, действительно у кого-то есть нужда выйти, но те люди, которые ходят просто так, они потенциально
являются людьми, которые могут навредить нам всем, всему обществу. Мы все являемся чьими-то детьми, мы являемся чьими-то родителями. И мы в первую очередь граждане своей страны. И, соответственно, мы все должны предпринимать сегодня все те меры, которые направлены будут на нашу же безопасность, нашей страны. И здесь Руслан Муканович правильно говорил. Не дай бог что, все те вопросы, которые сегодня звучали здесь, связанные и с тем, что у людей нет заработной платы, кто-то лишился своего дохода, еще что-то. Все эти проблемы, поверьте, отойдут на задний план. Они будут крайне несущественны. Поэтому наша сегодня задача всех не допустить этого. Давор Вадимович, с вашего позволения скажу, что, вот, например, новостная редакция абхазского телевидения несколько раз делала подобные сюжеты, они есть в социальных сетях, ну вот вы видите результат. Руслан Мканович, пожалуйста, ваше слово. Ну, мы уже говорили о том, что только личная ответственность граждан страны может спасти страну от серьезного кризиса. Это первая позиция. Вторая. Я повторюсь, сегодня, как никогда, абхазское журналистское сообщество работает очень оперативно, консолидированно. Мы не спрашиваем, кто автор этого материала, на какой телекомпании или в каком информационном агентстве этот материал был подготовлен. Главное, чтобы было показать. И сегодня я хочу обратиться к политическим партиям, которые многие активно работают. Они должны задействовать свой ресурс и работать со своими людьми. Представители творческой интеллигенции. У нас в абхазской действительности, в абхазском фольклоре, в абхазской литературе все эти проблемы были в 20-е годы, были до этого. Это описано. И ихнее слово, ихнее объяснение, ихнее обращение, прямое обращение к гражданам страны – это ихний долг, долг интеллигенции. И мы, я честно скажу, мы ищем их, мы просим их, чтобы они воспользовались средствами массовой информации, обратились и напрямую общались с гражданами страны и передали бы это чувство тревоги и ответственности за то, что они делают сегодня. Когда мы столкнемся, тогда все граждане будут требовать, почему эти люди, которые возвращаются на родину, не находятся на карантине. Когда первые факты появятся, мы такими станем требовательными ко всем. Сегодня власти обозначили все направления, которые мы, граждане, должны соблюдать и выполнять. Вот у нас же всегда проблемы в одном, в исполнении, соблюдения законов нашей страны. Поэтому сейчас вот я радуюсь, когда читаю в социальных сетях, люди забыли о политическом каком-то расколе и все остальное. И мы должны сконцентрироваться и думать, как себя обезопасить, как обезопасить свою семью. Осуществив вот эту сверхзадачу, мы обезопасим свою страну. И поэтому شخو شخشا شتاعت شخشا بس قنوب حرا حملاتنيك بحرخو أقوبزير اختشر الله عايبلر زيجي حزيك برخل خويك خالد حتى خزر يا خا حرا خلا حلا جروب سر يخيسل شوي سر يخيقصر يسوالي حبس خد صحتب يحل شو الله حيتخرع. И мы не случайно каждый день показываем новости Евроньюз. Я думаю, что люди должны из этих новостей делать какие-то выводы. Спасибо большое. Тамаз Мурманович, пожалуйста, вам слово. Я полностью присоединяюсь к коллегам и хочу сказать следующее. Никакие меры запретительного характера не дадут результата, если мы не будем строго их соблюдать. Так, как это четко прописано в тех рекомендациях и инструкциях, которые на сегодняшний день всем известны. Необходимо оставаться дома, выходить только при острой необходимости. Аптека, больница, продуктовый магазин. Строго соблюдать режим самоизоляции. При появлении тех или иных симптомов
повышения температуры и других признаков острой респираторной инфекции, обращаться к врачу своевременно. Только вот такими мерами мы можем максимально, во всяком случае максимальным образом постараться предотвратить распространение этой вирусной инфекции у нас в республике. Спасибо большое. А я хочу добавить, что, безусловно, остается еще много открытых вопросов, которые мы обязательно будем обсуждать здесь, в этой студии. Я хочу напомнить, что работает горячая линия, куда может звонить каждый из вас. В том случае, если вы нуждаетесь в медицинской консультации, звоните по номеру 0303. Если вам нужна психологическая помощь, не стесняйтесь, обязательно звоните по номеру 0404. Смотрите Абхазское телевидение и следите за развитием событий. Всего доброго.